The Assembly will now hear an address by His Excellency Almazbek Atambayev, the President of the Kyrgyz Republic. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Almazbek Atambayev, President of the Kyrgyz Republic, and to invite him to address the Assembly. Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, ваше превосходительство, дамы и господа, прежде всего хочу выразить искренние соболезнования народу Мексики в сии разрушительном землетрясении. Господин председатель, дамы и господа, мой древний народ прошел долгий и трудный путь исторического развития и становления. Нам в свое время посчастливилось создать собственную письменность, свое многонациональное государство, именуемое в истории кыргызским велодержавием, кыргызским каганатом. К сожалению, последующие исторические события привели к потере государственности кыргызов и уничтожению большей части нашего народа. О нас говорили как об исчезающем этносе, поэтому свобода, независимость и суверенное государство были национальной идеей, пассионарно движущей силой моего народа на всем протяжении его исторического пути. Этот путь привел страну к обретению суверенитета в 1991 году. Однако борьба за свободу, демократию и справедливость продолжалась, и я горжусь своим свободолюбивым народом, который за последние 12 лет совершил 2 народные революции против диктаторских режимов и доказал, что единственным источником власти в Кыргызской республике может быть только народ. В других странах подобные события могли разрушить демократию, принести много бед, но Кыргызская республика преодолела много трудных моментов, сохраняя демократическую систему. Я надеюсь, это станет уроком для других стран. Это цитата слов генерального секретаря ООН. И мы благодарны господину Антонио Гутеррешу за столь всеобъемлющую и объективную оценку исторических событий в новейшей истории нашей страны. Господин председатель, дамы и господа, наравне со всеми странами, избравшими устойчивый путь развития, Кыргызская республика приняла на себя обязательства по достижению целей устойчивого развития. Благополучие и благосостояние человека – наша главная цель. Несмотря на влияние мирового экономического и финансового кризиса, падение цен на энергоносители и санкционное противостояние мировых держав, ВВП Кыргызской республики все последние годы стабильно растет, а кыргызский сом является одной из самых устойчивых валют среди стран СНГ. Реализуются крупные проекты, идет активная работа по улучшению инфраструктуры. Страна достигла энергетической независимости и стабильности энергосектора. Кыргызская республика превращается из тупиковой страны в транзитную. Мы выполняем все свои социальные обязательства. Увеличивается зарплата учителей и врачей, поэтапно повышается размер пенсий и пособий. За последние 5 лет крайняя бедность среди населения страны сократилась в 4,5 раза. Мы начали настоящую системную борьбу с коррупцией, начали чистку органов госуправления от этого зла, особенно в высших эшелонах власти. В нашей стране больше нет привилегированных кругов или неприкасаемых лет, как это было буквально 6-7 лет назад. Сегодня мы ведем диалог на равных со всеми иностранными партнерами. Выстраивая свою внешнеполитическую независимость, мы исходим из позиции защиты исключительно национальных интересов, и при этом мы отдаем особый приоритет региональной интеграции, а границы с нашими соседями становятся воротами дружбы и добрососедства. Мир, согласие и стабильность – вот самое главное, чего мы достигли за последние годы. Страна меняется на глазах.
Кыргызская республика сегодня является первой и единственной страной постсоветской Центральной Азии с парламентской демократией. Международные организации, включая ООН, признают Кыргызскую республику как одно из самых свободных и стабильных государств с сильным гражданским обществом на Евразийском континенте. Особым достижением считаем внедрение новой модели избирательного процесса с использованием современных биометрических технологий для идентификации избирателей и обеспечения автоматического подсчета голосов, которая уже показала свою состоятельность в ходе парламентских выборов в 2015 году и на референдуме прошлого года. Демократичность и открытость проводимых Кыргызской республикой выборных кампаний подтверждается международными наблюдателями и, самое главное, принятием итогов выборов со стороны всех политических сил страны. В нашей стране сегодня в разгаре агитационная кампания, идет активная подготовка к президентским выборам, которые намечены на 15 октября. Для нас проведение честных и прозрачных выборов нового президента страны – это залог дальнейшей стабильности в Кыргызстане. И для этого у нас есть твердая политическая воля. Я верю, что новое руководство страны продолжит курс дальнейшего развития Кыргызстана как демократического и открытого государства. Господин председатель, дамы и господа, в настоящее время в Кыргызстане разрабатывается долгосрочная национальная стратегия устойчивого развития до 2040 года. Стратегическими целями для дальнейшего устойчивого развития являются ускоренное развитие экономики страны, обеспечение граждан достойной работой, обеспечение экономического и социального благополучия населения, безопасность и благоприятные условия жизни граждан страны, развитая парламентская демократия и сильное гражданское общество. Одной из ключевых инициатив этой стратегии является программа «Тазаком» – «Чистое общество», разработанная для продвижения принципов электронного управления и открытого общества в нашей стране. В ходе своего визита в нашу страну генеральный секретарь ООН господин Антонио Гутерриш отметил, что Кыргызская республика является не только лидером в Центральноазиатском регионе по развитию демократии, но также становится региональным пионером построения цифровой экономики и цифрового общества. Я верю, что на основе всех предпринятых шагов в скором будущем Кыргызская республика станет экономически развитой, социально благополучной и безопасной страной с развитым агропромышленным комплексом и промышленностью. Страной безопасной и благоприятной для проживания и устойчивого туризма, участницей горного партнерства, учитывая уникальную природу и историко-культурные памятники Великого Шелтового пути. Страной здоровых, образованных, культурных, свободных и благополучных людей. Страной справедливой и ответственной власти. В 2040 году исполняется 1200 лет с начала эпохи кыргызского великодержавия, кыргызского каганата, достигшего своего могущества в X веке. Осознание ответственности перед историей и будущим обязывает наш народ выйти на рубеж 2040 года сильным, самодостаточным, высокоразвитым государством. Господин председатель, дамы и господа, последствия изменения климата уже выросли до степени угрозы, и горные страны, такие как Кыргызская республика, оказались первыми в списке риска в силу своих сложных горных экосистем. Проблемы изменения климата оказывают влияние на все секторы экономики Кыргызской республики и наносят значительный ущерб в виде различных природных катастроф, селей, оползней, паводков и лавин. Особую тревогу у нас вызывает интенсивное таяние кыргызских ледников, которые являются природными хранилищами, зоной формирования пресной воды не только в Центральной Азии, но и во всем мире. По прогнозам, в 2025 году общая площадь ледников в Кыргызстане может сократиться на 30–40% и, соответственно, уменьшится водность рек Центральной Азии. А к 2100 году ледники Кыргызской республики могут вообще исчезнуть с поверхности Земли. Поэтому наша страна выступает за реализацию совместных проектов по сохранению ледников в горных экосистемах стран Верховья. Глубинная сущность перехода к устойчивому развитию заключается в выживании человечества
и одновременном сохранении биосферы. Вследствие изменения климата под угрозой исчезновения оказались и различные виды редких животных, биоразнообразие наших горных экосистем. В частности, с 90-х годов популяция снежного барса во всем мире уменьшилась вдвое. В 2013 году мы инициировали и провели Всемирный форум по сохранению снежного барса, который дал старт благородной миссии – возвести сохранение этого животного и его экосистем в единую стратегическую природоохранную задачу. Буквально 3 недели назад в Бишкеке успешно прошел второй международный форум по сохранению снежного барса, итогом которого стал предложенный Кыргызской республикой мультистрановой проект на региональном уровне с акцентом на сохранение национального и, что немаловажно, глобального биоразнообразия. Господин председатель, дамы и господа, в современном мире человечество забывает свои истоки. В хаотично раздробленном мире с разорванными связями всем нашим народам нужны объединяющие факторы. И вместо политических идей, разделяющих народы по религиозным убеждениям или языку, нужны объединяющие идеи. В этой связи наша страна выступила инициатором ряда международных проектов и мероприятий. В частности, с целью показать международному сообществу величие кочевой цивилизации, Кыргызская республика представила уникальный проект «Всемирные игры кочевников», получивший международное признание со стороны Генассамблеи ООН за вклад в межкультурный диалог. В будущем году мы проведем 3-й мирные игры кочевников и приглашаем всех принять в них участие. В июле текущего года мы провели международный форум «Алтайская цивилизация» и родственные народы алтайской языковой семьи. Главной целью данного проекта является развитие и популяризация общего наследия и культурный обмен между народами, имеющими общие алтайские корни, укрепление и расширение сотрудничества между государствами, входящими в алтайскую языковую семью. Укреплению мира и развитию межкультурного диалога посвящена и инициирована нами международная конференция на тему «Ислам в современном светском государстве», которая пройдет 28-29 сентября в Бишкеке. Нам представляется важным изучение опыта и обмен информацией по взаимодействию государства и религиозных институтов, гражданских сообществ в светских странах. Все перечисленные инициативы являются вкладом Кыргызской республики в сохранение мира, стабильности, в развитие культурного многообразия и толерантности в противовес современным угрозам терроризма и радикализма. Мы верим в плодотворность результатов этой работы. Господин председатель, дамы и господа, одним из ключевых факторов благополучия в Центральной Азии является взаимовыгодное использование водно-энергетических ресурсов. Кыргызская республика последовательно выступает за разработку и внедрение в регионе экономических механизмов водопользования. Ограниченность водных ресурсов рано или поздно приведет к пониманию того, что вода – это экономический ресурс, который требует разумного использования. Хотел бы особо отметить, что вопросы водопользования Центральной Азии могут и должны решаться только самими государствами региона путем открытого диалога с учетом интересов и потребностей всех стран. Недопустимо, чтобы международные и региональные организации навязывали странам Центральной Азии свои подходы и пути развития сотрудничества в данной сфере. Уважаемый господин председатель, не могу затронуть и проблему управления многочисленными урановыми хвостохранилищами в Кыргызской республике, которые нам остались от Советского Союза и представляют угрозу для всего региона. Известно, что ряд крупных урановых хвостохранилищ расположены в непосредственной близости к рекам и водным источникам. В случае возможных аварий на хвостохранилищах загрязнение рек региона высокотоксичными отходами может привести к крупным экологическим и гуманитарным бедствиям и поставить под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей и даже социально-экономическое развитие всех государств Центральной Азии. Поэтому в 2012 году Кыргызской республикой было инициировано предложение о принятии специальной резолюции по проблемам уранового наследия Центральной Азии, и эта резолюция была принята Генассамблеей ООН в 2013 году.
За 5 лет нам удалось добиться существенного прогресса в решении проблем радиационной и экологической безопасности. И сегодня мы видим, что пора принимать новую резолюцию с учетом достигнутых результатов. В этой связи сегодня здесь, в Нью-Йорке, по данному вопросу состоится специальное совещание, одним из инициаторов которого выступает Кыргызская республика. Мы верим, что мероприятие будет способствовать продвижению новых программ и совместных мер, нацеленных на рекультивацию урановых хранилищ. Господин председатель, дамы и господа, касаясь вопросов мира и безопасности, устойчивого развития всех стран на планете, хотел бы затронуть тему терроризма. Международное сообщество должно активнее бороться с терроризмом и экстремизмом и связанными с ними такими явлениями, как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и оружием, отмывание денег. К сожалению, принимаемые меры остаются недостаточными, а порой вызывают противостояние между государствами. Хотя только сообща и только вместе мы можем эффективно противостоять угрозе терроризма и экстремизма. Господин председатель, дамы и господа, сегодня я не могу не упомянуть и сложившуюся ситуацию в Мьянме по отношению к мусульманам этой страны. Кыргызстан решительно осуждает насилие, которому подвергается этническое меньшинство в Мьянме, и убедительно призывает все стороны конфликта к мирному урегулированию ситуации. Мы также призываем все страны мира соблюдать приверженность положениям международных конвенций о нераспространении оружия массового уничтожения. Господин председатель, отрадно, что в нашем совместном противостоянии современным вызовам и угрозам роль ООН значительно возрастает. Однако, наряду с ростом значимости ООН, возрастает и ее ответственность. В настоящее время 15 членов Совета Безопасности ООН фактически решают судьбы всех государств мира. От достижениями консенсуса зависят вопросы войны и мира, безопасности и стабильности в разных уголках нашей планеты. Более того, всего 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН всегда могут заблокировать любое решение. Поэтому Кыргызстан выступает за принятие необходимых мер по совершенствованию Совета Безопасности ООН, которые будут учитывать интересы значительного большинства государств. Дамы и господа, наш мир будет продолжать развиваться и трансформироваться, испытывать трудности и переживать кризисы, совершать прорывы и добиваться успехов в развитии. Но всех нас объединяет стремление сохранить мир и согласие на нашей земле. А для этого необходимо обеспечить равные условия и возможности развития каждой страны, чтобы никто не был оставлен позади, наедине со своими бедами и проблемами. Реализация целей устойчивого развития, Парижского климатического соглашения и других договоренностей глобальной повестки дня должна остаться главным приоритетом в консолидированных действиях международного сообщества. Только вместе мы сможем построить мир, ориентированный на культурное многообразие, мир, в основе которого стоит диалог, а не санкции, мир, опирающийся на превентивные меры и высокую ответственность, мир, где никто не будет позабыт и оставлен позади. Так давайте же, объединив свои усилия, поможем всем людям на земле жить лучше, стать хоть чуточку счастливее. Вместе мы можем обеспечить мир и достойную жизнь для всех на нашей планете Земля. Айланайын, Кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, сөзүмдүн аягында сиздерге кайрылып жатам. 1000 жылдан кийин кыргыз көчү өз жолун тапты. Бул жолду табыш үчүн миңдеген аталарыбыз, бабаларыбыз канын, жанын берди. Миңдеген апаларыбыз көз жашын төгүп жатып сокур болду. Кыр бар бекен, кыргыз сөөгү жатпакан, сай бар бекен, кыргыз каны акпаган. Бир аз күндөн кийин кыргыздар өз ажоосун шайлайт, жаңы президентти шайлайт. Кайрадан башка элдин башчыларына, кайрадан башка элдин байларына алданып кетпейлик. Кайрадан кыргыз ажоосунун башына башкалар кашык менен марш ойнобосун. Кайрадан элдин байлыгы бекер сатылып, жерибиз белек катары берилип, карапайым калк кор болбосун. Алданбагыла акчага, айланайындар. Алданбагыла бал сөзгө, алданбагыла алдамчы көзгө.
ар намысыбызды сактайлы, биримдигибизди сактайлы, ата жүрүбүздү сактайлы, кыргыз элин сактайлы, жараткан элибизге ынтымак, жерибизге берекет берсин. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Благодарю за внимание. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Kyrgyz Republic for the statement just made. May I request the representatives to remain seated while we greet the head of state.